Друзья, приветствую вас на своем канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим драгоценным мнением в комментариях. На этой неделе пришла отличная новость с Олимпиады. Два славянских спортсмена завоевали олимпийские медали. Первого спортсмена зовут Тони Водишек. Это молодой 24-летний спортсмен, который впервые выступал на Олимпиаде. И он завоевал серебряную медаль в парусном спорте в классе формульных кайтов. Этот вид спорта впервые представлен на Олимпиаде. Я надеюсь, что там было больше 3 участников. Тони очень амбициозный спортсмен и надеется на следующей Олимпиаде в Лос-Анджелесе взять золото. А вторым славянским спортсменом, вернее спортсменкой, которая завоевала на этой неделе олимпийскую медаль, является Янья Гарнбред. Она завоевала золото в альпинизме. Это уже вторая ее золотая медаль. В новостях сказано, что Яня получает уже вторую золотую медаль. Она уже была лучше в болдеринге. Я не знаю, где находится болдеринг. Алиса, где находится болдеринг? Болдеринг – это вид скалолазания, который заключается в преодолении коротких, но сложных трасс на скалах или искусственных стенах. Алиса, стоп. Оказывается, болдеринг – это вид скалолазания. И Яня уже дважды побеждает в этом виде спорта. Возможно, вы так же, как и я, не знали этого. От всей души поздравляю Тони и Янью с заслуженными олимпийскими наградами. Друзья, мне, возможно, так же, как и вам, нравится творчество американской певицы Тейлор Свифт. И как я была рада, услышав, что она приезжает в Европу со своим туром. И я даже хотела купить билет на ее концерт в Вене. Но, к сожалению, или, как сейчас выясняется, к радости, я не смогла купить билет на ее концерт из-за высокой стоимости. Самый дешевый билет на стадион на ее выступление стоил 700 евро. А сейчас в Вене отменили все 3 концерта Тейлор Свифт из-за исламистской угрозы. В новостях пишут: 3 концерта американской певицы Тейлор Свифт в Вене были отменены после того, как полиция арестовала 3 подростков по подозрению в планировании исламистской атаки в австрийской столице. Один из них признался, что планировал нападение. В новостях разъясняют, что 3 молодых человека, примерно 19 и 20 лет, были завербованы исламистской организацией и планировали нападение на людей после концерта. Но австрийские спецслужбы рассекретили этот ужасный план. К счастью, никакого нападения не состоялось и никто не пострадал, но, к сожалению, для фанатов и поклонников певицы концерт не состоится. Скорее всего, организаторам придется вернуть деньги за распроданные билеты поклонникам. Для некоторых фанатов эта новость стала катастрофой. Кстати, наш бывший президент Словении Борут Пахор является фанатом Тейлор Свифт. Надеюсь, он как-то справится с этой ужасной новостью. В словенской государственной казне зияет дефицит в 500 миллиарда евро. Последние данные об использовании государственных денег вызывают тревогу. За первые 7 месяцев в Словении образовался дефицит в 500 миллиарда евро. Это означает, что даже правительство Роберта Голоба не может ограничить расходы, несмотря на то, что в этом году государство собрало больше всего денег в истории Словении. Куда израсходовались деньги, к сожалению, в новости не написано. Вот такая вот нерадостная весть. В этом году многие туристы жалуются, что на морском словенском побережье очень грязная вода. Но с этим категорически не согласны власти курортных словенских городов. Они даже создали информационные щиты и расставили по всему побережью. На этих информационных щитах написано, что то, что видят туристы, это совсем не грязь, а это водоросли. И водоросли или подводные луга, как их называют власти прибрежных городов, очень важны для экосистемы. И сейчас с помощью этих информационных табло хотят изменить мышление туристов. Так что имейте в виду, когда вам кажется, что море грязное, возможно, это подводные луга. На прошедшей неделе на Словению снова обрушился ураганный шторм с молниями и проливным дождем.
Было зафиксировано 34 тысячи ударов молниями. И, к счастью, никто из людей не пострадал от молний. Но мне интересно, как ученые смогли посчитать все эти молнии. Действительно, молния просто ударяла чуть ли не каждую минуту у нас в Любляне. И небо освещалось как днем. Пожарным пришлось очень сильно потрудиться, так как этот ураган вырывал из земли деревья и срывал с некоторых домов крыши. Слава богу, моя крыша пока на месте. И в конце новости погоды от Алисы. Что же она нам спрогнозирует? Алиса, какая погода будет в Любляне завтра в понедельник? Завтра в Любляне температура от плюс 19 до плюс 34 градусов. Ясно, без осадков. Ветер слабый 1-2 метра в секунду. Спасибо, Алиса. Пожалуйста. Очень ждем, когда же наконец-то спадет жара. Но пока что, вы слышали, у нас все по-прежнему. Продолжаем. Да, прогноз обещает, что жара спадет только через пару дней. Ожидаем, когда спадет жара. Но что-то не верится, что она через 2 дня спадет. Но будем ждать и надеяться. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал и делиться своим драгоценным мнением. Пока-пока. До новых встреч.